Здравствуйте, это программа «Интервью», и у нас в гостях директор управления по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан Лилия Сабитова. Лилия Маратовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас как раз активно идет лето, такая пора у садоводов началась, да даже уже началась она еще начиная с мая. Расскажите, пожалуйста, с какими вызовами сталкиваются садоводы, председатели СНТ и активисты, и в целом какое количество СНТ у нас в республике насчитывается? Спасибо, что пригласили. На самом деле тематика важная и ответственная для Республики Башкортостан, потому что у нас как минимум 1500 СНТ, которые хотят развиваться, двигаться, но не все еще об этом знают, наверное, можно сказать так. С какими вызовами сталкиваются наши председатели? Прежде всего, это сложности взаимодействия с коммуникациями. Кто-то из них должен стать главным по саду, который возьмет на себя ответственность уголовную, административную, заставит развиваться весь массив инфраструктуры, а чаще всего это в плохом состоянии линии электропередач, в плохом состоянии дороги, еще сложности со сбором денежных средств. И получается, что мы живем так, как есть сейчас. И чтобы исправить эту ситуацию, можно взаимодействовать вместе с нашим управлением. Мы даем рекомендации, как облегчить жизнь председателю, садоводам, получить возможную государственную поддержку и развиваться. Расскажите, какие чаще всего ошибки допускают садоводы наши? Наверное, самая большая проблема – это отсутствие прозрачности. Мы, когда приходит человек, прежде всего, на консультацию, на первую, мы ему рассказываем, что о каждых своих действиях нужно рассказывать садоводам. Потому что садоводы тоже имеют право к нам прийти и говорят: наш председатель ничего не хочет делать, он ничего не двигается, но они не понимают, какой уровень ответственности у председателя есть. Вот мы обсуждали, да, это и задачи экономические, и вопросы бухгалтерии, и вопросы энергетической части. Еще при этом он должен быть дорожником, еще должен быть аниматором, праздники делать на территории сада, еще уметь разбираться с органами исполнительной власти, договариваться вместе с ним. Представляете, какой большой пул обязанностей. Поэтому председателем быть – это сложная, ответственная работа, это нужно быть высокоэффективным менеджером, еще иметь поддержку у населения. Настоящие мэры маленьких городов. Да и тем более очень много садоводов переезжает из города, допустим, в СНТ, живут с мая по сентябрь, условно говоря, и, соответственно, нагрузка тоже увеличивается. Конечно, как господдержка как раз СНТ и появилась во времена коронавируса, когда население массово стало уезжать в сады, в этот момент и полетела инфраструктура, потому что те советские нормы, которые были в СНТ, они не рассчитаны на сегодняшние реалии. Раньше нам хватало лампочки и холодильника, теперь для комфортной жизни нам нужен обязательно робот-пылесос, стиральная машинка, обязательно кондиционер, и это как раз стало триггером к развитию садоводства. На сегодняшний момент в Республике Башкортостан существует 14 немонетарных мер поддержки, которые человек может получить субсидию от 50 до 90%. Но еще нужно выправить документы, потому что человек может воспользоваться государственной поддержкой, когда в порядке все документы из сада. Уставы, протоколы, финансово-экономические обоснования. То, как раз, что и обеспечивает прозрачность в саду. И, соответственно, управление по развитию СНТ позволяет помочь найти язык взаимодействия своими садоводами, посмотреть их документы, что можно подправить, что подшлифовать, и таким образом добиться баланса в СНТ. Спокойный садовод, который доверяет председателю, активный председатель, который хочет поменять всю эту ситуацию к лучшему, и строгая ревизионная комиссия, которая следит за каждым шагом председателя. Вот легкий секрет развития сада. Давайте по порядку. Я имею в виду количество мер поддержки, вы говорили 14. А какие именно? Расскажите. Ну, они различны. Да? В каждом саду есть инфраструктура, которую необходимо модернизировать. Сейчас действует субсидия, например, на 50%. Это на строительство, реконструкцию дорог внутренних, да, то есть можно даже положить вплоть до асфальта, 50% вернется. Если вы захотите щебенить, тоже 50% возвращается. Важное условие, что должна быть госэкспертиза достоверности сметной стоимости. Это звучит страшно. Получить его несложно, но это позволяет подтвердить расходы, что они в соответствии с нормами, нигде не завышены. Это очень важно. Также есть 90% на противопожарное оборудование. У нас сады, все объекты недвижимости, которые там стоят, находятся очень близко друг к другу. Они могут легко загореться. Если СНТ, там, не дай бог, случается пожар, то это выгорает сразу несколько домов. И вот чтобы предотвратить эти негативные последствия, можно закупить противопожарный инвентарь, и также на него будет действовать субсидия в 90%. Представляете, сад тратит там 100 тысяч рублей на противопожарное оборудование, ставит огнетушители уличного типа, которые не нужно прятать в домик сторожа, и в случае пожара у вас всегда есть куда бежать,
чем распылить противопожарные средства и на начальном этапе потушить пожар. Это тоже хорошо. А вот расскажите, я имею в виду, какие суммы выделяет республика на поддержку наших садоводов за последние годы? Да, за последние 3 года сумма уже перевалила за 500 миллиарда. Кажется, что сумма достаточно существенная, да, но каждый 3-й сад в Республике Башкортостан воспользовался. Мы видим, что сады за 3 года успевают выбрать все возможные меры государственной поддержки, и это означает, что у них все в порядке с документами. Следующий этап для них – это грант «Лучшее СНТ». Если мы знаем, что там все хорошо, они могут подать документы и получить 500 000. Таких грантов в этом году выделили 14, в прошлом 10, и они могут построить, например, детскую площадку, да, или отремонтировать домик сторожа, или сделать себе уличную беседку, где они могут проводить общее собрание. И это прекрасно, потому что это стимулирует сады развиваться. Сосед смотрит на другого соседа, что ага, твой сад получил грант, дай-ка я тоже получу, и начинает шевелиться в сторону развития сада. Вот положительный пример заразителен. То есть условия простые, чтобы документации было все в порядке, все у тебя было чисто и прозрачно. А какие еще условия, допустим? В плане гранта «Лучше СНТ»? Да, все верно. Наличие противопожарного инвентаря – это уже данность и необходимость, которая должна быть в каждом саду в соответствии с пожарным законодательством. Да? Обязательно должны быть симпатичные вывески. Вывески, вот кажется, для чего их поставить. Да? А на самом деле службы, которые реагируют на различные трагедии на территории СНТ, они видят большую вывеску, они знают, куда подъехать, это очень удобно и безопасно. Должны быть обязательно указатели к водным источникам. Это все прописано в правилах пожарной безопасности 1492. То есть это не наши придумки, это требования закона. Также среди лучших СНТ критерии есть. Это участки, которые поставлены на кадастровый учет, это наличие каких-то спортивных объектов, это дружный коллектив садоводов. Условий не так много, но всегда можно прийти в ГКУ, изучить вместе с нами и двигаться дальше вместе развиваться. А вот расскажите, какие СНТ в республике вы бы хотели бы рассказать о них, я имею в виду как пример для подражания, кто они? Потом будут говорить, что у нас есть какие-то любимчики. На самом деле мы со всеми председателями СНТ активно работаем, со всеми взаимодействуем. Бывают председатели, которые перегибают палку, да, но портрет лучшего председателя – это, наверное, демократический диктатор, который слышит, что говорят садоводы, который взаимодействует с людьми и который очень щепетильно относится к деньгам, которые доверяет ему садоводы. Никуда налево-направо их не тратит и очень строго следует букве закона. Вот лучший председатель. Вообще у нас их, вот победителя гранта «Лучше СНТ», наверное, можно отметить СНТ «Пласт». Это 1600 земельных участков. До этого был страшный бардак 3 года назад. Сейчас там председателя буквально носят на руках и говорят: давай работай, мы тебя поддержим. И, соответственно, и от садоводов есть положительное движение. Поэтому вот образец для подражания. А это где конкретно находится вот этот пласт? Это находится в Уфимском районе. Мы у них проводили День садовода Республики Башкортостан, самый первый праздник. И впервые там появилась яблоневая аллея председателя СНТ. Это тоже очень приятно. То есть люди, которые будут приезжать на территорию сада, спустя несколько лет будут видеть цветущие деревья. И все это сделано руками председателя, потому что активно работает, старается и в соответствии с буквой закона. Я еще недавно ездил на Лесную Поляну, там как раз мне рассказывали, что даже у них есть озеро свое. Не озеро, а пруд конкретно. Да, Лесная Поляна – это тоже замечательные председатели. У них сад, кстати, небольшой. Вот размер членских взносов там не высокий, всего лишь 450 рублей за сотку. Вот, кстати, для всех садоводов республики отмечу, что хорошая вилка членских взносов именно для оплаты сада это от 450 рублей до 800 рублей, но все в каждом индивидуальном случае. И вот Лесная Поляна, несмотря на то, что у них всего лишь 80 участков, они сумели выправить свое электричество, они привели в порядок полностью весь сад, у них идеально чисто, вы сами это видели, да? Ну и, соответственно, этот сад тоже получил грант в 500 000 на то, чтобы установили они видеокамеры, они еще ставят автоматические ворота. Прекрасный образец, мы вот завтра к ним едем общаться. Вот садовое некоммерческое товарищество – это, по сути, мини-город, как вы уже говорили, ну и мини-населенный пункт. И, соответственно, понятное дело то, что тяжело иногда председателям СНТ и активистам достигнуть консенсуса. Вот все-таки, от чего бы вы предостерегли бы садоводов, расскажите?
Есть много сложностей, с которыми борется председатель. Но и у них есть остаточные страхи после советского периода. Прежде всего, в СНТ теперь запрещена категорически наличка. Нет иного способа, кроме как оплата членских и целевых взносов на расчетный счет. Это надо знать всем председателям. Запрещено переписывать, передаривать, каким образом перераспределять земельные участки внутри СНТ. Это уголовно наказуемое деяние. Да? Об этом тоже мало кто знает. И еще третий немаловажный факт. Обязательно прислушиваться к мнению инициативной группы. В каждом саду есть такие люди, которым не все равно. И если они у вас появились и активно работают, значит, действительно есть где-то перегиб с вашей стороны. Здесь лучший совет – организовать, например, в субботу приемный день на 3 часа, чтобы они пришли и поговорили. А может быть, стоит их привлечь к работе членов правления. Пусть они тоже своей активностью помогают на благо сада. Вот баланс сил. А вот какие предстоящие гранты в скором времени ожидаются, на которые садоводы могут подать заявку? Расскажите. Вот буквально на днях начинается отбор на мер государственной поддержки по линии Министерства сельского хозяйства. Уже предварительно ГКУ собрали заявки. Видим, что заявки теперь растут по цене. Это означает, что у председателей садоводов есть доверие к государственной поддержке. Да? И вот тихонечко начинаемся готовить и подавать документы через электронный бюджет. В этом году это является нововведением. ГКУ на абсолютно бесплатной основе консультирует всех председателей. Какие вопросы у вас есть, всегда можно обратиться. Мы подскажем. Ко всем садам мы относимся к большим радушием и стараемся вместе решать проблемы. Наверное, по взаимодействию с своими садоводами в Российской Федерации Республика Башкортостан первая. Вот в этом мы уверены. Благодарю за беседу, Лилия Маратовна. А я напомню, у нас в гостях была директор Управления по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан Лилия Сабитова. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.